Сегодняшний день, наверное, вполне можно объявить днем метростроевцев. Важные события сразу в двух регионах. Открытие новых станций подземки. Но если в Казани одна, в Москве сразу 7. Вот этот участок от Мичуринского проспекта до Рассказовки. Все это продолжение желтой Калининско-Солнцевской линии. Такое количество станций одновременно не запускали с 30-х годов прошлого века. Новая линия – это еще и быстрые пересадки на МЦК, автобусные маршруты, инфраструктура. Продуманная и удобная. В чем убедился наш корреспондент Илья Костин. Один из самых долгожданных участков столичной подземки – Солнцевский радиус. Запад Москвы, кругом многоэтажки, районы Очакова, Тропарева, Никулина, Солнцево, Новопеределкино. Почти 1 миллион человек. Очень долго ждали метро. Сейчас наконец-то мы будем связаны со всей Москвой, со всем Подмосковьем, везде вообще. Мы очень довольны. Очень удобно. Время поездок сократит целый час, наверное. Мы добирались на автобусе, на метро, на электричке. А сейчас это просто полчаса, и мы на Парке Победы. Провести метро сюда хотели еще в 60-х, но дальше планов дело не шло. Реальные работы начались 4 года назад. И вот рекорд. Открываются сразу 7 новых станций. Мичуринский проспект, Озерное, Говорово, Солнцево, Боровское шоссе, Новопеределкино и Рассказовка. Желтая ветка становится длиннее на 15 с лишним километров. Мэр Москвы Сергей Собянин спустился в подземку, проехался в вагоне поезда, осмотрел переходы и вестибюли. Ждали этот праздник почти 50 лет. Десятки тысяч метростроителей со всей страны работали над этим проектом. Проходили под Москва-рекой, в сложных грунтах, в тяжелых условиях, в условиях существующих, действующих магистралей. Огромная работа проведена. Спасибо метростроителям, спасибо вам за то, что вы терпели эту стройку. И сегодня, наконец, мы открываем метро. Ощутить перемены вскоре смогут и те, кто пользуется соседней Сокольнической линией метрополитена. Прежде именно эти станции были ближайшими для жителей западных районов Москвы. Добирались до метро в пробках, на перекладных. Теперь такой необходимости нет. А значит, посвободнее станет и на дорогах. В первую очередь на Боровском и Киевском шоссе, на проспектах Ленинском, Мичуринском и Вернадского. У каждой станции особенный дизайн. Рассказовка словно виртуальная библиотека. На стенах полки с книгами, на колоннах QR-коды. Здесь можно скачать книгу в дорогу. Можно просканировать QR-код, загружается все на мобильном телефоне или планшете. Едешь, занимаешься самообразованием. Если есть те произведения, которые вы уже ранее читали, возможно, что-то найдется, что еще не прочитано. Русский стиль на станции Новопеределкино. Плафоны в виде перьев жар-птицы. Светильники, напоминающие гоночные машины, и скоростная трасса над платформой Боровского шоссе. А на станции Солнцево все переливается светом. За легкостью и красотой скрывается колоссальный труд. Такими темпами, как сейчас, метро в Москве не строили никогда. Рассказовка недолго будет конечной. В ближайшие 3-4 года новый участок Солнцевской линии планируют продлить еще на 5 километров до станции Внуково, которую построят рядом с аэропортом. У входа на станцию метро Рассказовка установили огромный тоннелепроходческий ротор. Рядом памятник строителю и литератору, сплав инженерной мысли и искусства. Могли ли, например, Чуковский, Окуджава или Пастернак представить себе, что метро придет практически в их дачный поселок? Знаменитая Переделкино ведь совсем недалеко отсюда. Илья Костин, Анна Хигай, Ольга Хитрина, Никита Чалых, Первый канал.